Граница нашей республики имеет причудливый контур. Некоторые считают, что он похож на шкуру медведя. Ну, либо на птицу с расправленными крыльями. А мне кажется, что это голова гнома. Вот смотрите, борода. Сейчас мы ее дорисуем. Юг республики Коми. Нос – это Ударский район. Ну, а кончик его длинной шапки – это Воркута. Чем не профиль? Вот интересно, почему нашей республике сложились именно такие странные очертания? До революции современная территория республики Коми была разделена между Вологодской, Вятской, Архангельской и Пермской губерниями. Первая советская конституция 1918 года содержала ряд статей, косвенно провозглашавших право наций на самоопределение. Коми, конечно же, не могли не воспользоваться своим правом на государственное строительство. Но этот процесс затормозила гражданская война. Новый субъект, Коми автономная область, на политической карте РСФСР появился лишь в 1921 году. Почти вся территория, населенная Коми народом, оказалась в рамках одной административно-территориальной единицы, черты которой были обусловлены территорией проживания народа. На юге и западе это граница между Коми и русскими поселениями, на востоке – естественный природный рубеж Уральские горы, на севере – побережье Северного Ледовитого океана. Границы республики Коми, сложившиеся довольно давно, они довольно точно отражают границы этнической территории Коми. Ну, исключение, конечно, составляет Усть-Цилимский район, потому что Усть-Цилем – это вот русские, и это вот их этническая территория, такая вот совершенно особая, которая приписана к республике Коми. В 1922 году в ЦИК принимает решение о включении Усть-Цилима и нижнепечорских селений в состав Коми автономии, что вызывает бурную реакцию со стороны усть-цилемов. В областной газете «Югыттуй» в том же 1922 году появилась статья, в которой говорилось о слухах на Нижней Печоре. Каково это жить под Коми-то? Придет Коми, да отнимет всю рыбу, пушнину и оленей. Вот тогда и увидим, каково это жить под Коми. Всем еще памятен нам отряд Мандельбаума. В его отряде тоже почти все Коми были. Все это Коми старается для каких-то своих выгод. На сельском сходе усть-цилемы решают отправить ходоков в Москву с просьбой исключить нижнепечорские поселения из состава Коми. Для убедительности с собой берут более 80 пудов сливочного масла. То ли масло помогло, то ли что-то другое. Уже в мае месяце 1922 года в ЦИК принял прямо противоположное решение, согласно которому Нижняя Печора с Усть-Цилимской волостью изымалась из состава Коми автономной области и возвращалась обратно в Архангельскую губернию. А в Коми автономии по-прежнему оставался Ижма-Печорский уезд с центром в Ижме. Однако русскоязычной территории все же суждено было войти в состав Коми национальной области, но произошло это уже позже. Причиной этих пертурбаций стала большеземельская тундра с выходом к Северному Ледовитому океану, которая в то время относилась к территории Коми автономной области. Но выход к морю этот был, в общем-то, для экономики бесполезный в то время, поскольку никаких портов не было. Но единственное предполагаемое место порта – это вот будущий Нарьян-Мар, тогда, собственно говоря, его тоже еще не было. И вот прожекты местных экономистов связаны с тем, что надо построить порт, в частности, в бухте Индиго, который сделает Коми область вот такой внешнеэкономической, что ли. Коми область получит возможность напрямую вывозить свои природные богатства. Тогда это имелось в виду прежде всего лес, конечно. Про уголь-то еще не знали, а про нефть мало чего знали. Вот прямо в Европу. Эти проекты так и не осуществили, хотя, по мнению некоторых экономистов, планы были перспективными. Но все же большеземельская тундра не была бесполезной территорией. Уже с XIX века ее активно осваивали коми-оленеводы. На материке и островах Ледовитого океана они пасли свои тысячные стада. Архангельск в этом усматривал ущемление своих интересов. В 1923 году возникла проблема островов Северного Ледовитого океана, в частности, острова Колгуев. Дело в том, что этот остров
был своеобразным оленеводческим заповедником. Там паслись оленьи стада, принадлежащие коми-ижемцам. Стада пасли ненцы, но стада сами принадлежали коми-ижемцам. В 1920 году на остров высадился небольшой десант из Архангельска, уже освобожденного от белых, это был советский, который постановил, что остров находится под юрисдикцией Архангельской губернии, а все оленьи стада, принадлежащие коми-ижемцам и вообще оленеводам из коми-края, отныне конфискованы и принадлежат Архангельской губернии. Посыпались жалобы и в областной центр Усть-Сысольск от оленеводов и, соответственно, из Усть-Сысольска в Москву о том, что Архангельск узурпировал права на остров, который на самом деле принадлежит как бы коми-оленеводам. Но, тем не менее, в Москве решили, что остров Колгуев – это Архангельская территория. В 1929 году на территории РСФСР появляется еще один новый субъект – Ненецкий автономный округ, в состав которого вошла и тундра «Большая земля» Ижмо-Печорского уезда Коми-автономной области. Все оленеводческие хозяйства обслуживались Ижемским зоотехническим центром. И, разумеется, когда возник вопрос о создании Ненецкого автономного округа, то Усть-Сысольск полагал, что такой Ненецкий автономный округ с тундрами возникнет на территории Коми-автономной области. То есть он будет создан в пределах Коми-автономии. Но архангельские губернские власти считали по-другому. Вся северная территория Коми-автономной области с выходом к морю перешла к Архангельску. В качестве компенсации Коми получила Нижнепечорские селения и Устильму. Состоялся своеобразный обмен территориями. Причем эта ситуация до сих пор не совсем лично мне, как историку, понятна, потому что какие-то ссылки, оговорки на экономическую составляющую в принципе неуместны, потому что, как я уже сказал, оленеводческие хозяйства обслуживались прежде всего коми зоотехниками, коми-центрами, вот этой Ижемской БАК-станцией, или как это там называлось, БАК-институтом. То есть, в принципе, и первые тундровые советы ненецкие тоже возникли благодаря коми-автономии, коми-властям. Ненецкая большеземельская тундра, где и ненцы, и коми жили, она, конечно, больше так исторически тяготела все-таки коми. Потому что там коми-ижемцы испокон веков, уже с 19 века как минимум, имели свои оленьи стада, вместе с ненцами занимались оленеводством, а к Архангельску они уж никак не тянулись. Новая граница, условно проходящая по тундре, получилась прямой. Ее просто прочертили по линейке. Такой она остается и сегодня. Однако это не последние перемены в административно-территориальном делении. Дальнейшие изменения будут касаться северо-востока Коми. В начале 30-х там нашли уголь, это вот знаменитое воркутинское месторождение, и туда пошли этапы заключенных, тогда еще был Ухт-Печлак, начали строить сперва рудник, потом вот город Воркутут. И, в принципе, когда этим занимались лагеря, Ухт-Печлак, потом Воркут-Лак, на административные границы вообще мало кто обращал внимание. Они были чисто формальные, потому что там не было поселений. А лагеря, которые были союзного подчинения, ГУЛАГ – это союзная организация, а не республиканская, они на эти мелочи внимания не обращали. Воркуту стали возводить как раз на границе между Коми-областью и Ненецким автономным округом. Промышленная часть с рудниками входила в состав Коми-края, а жилая находилась на территории Ненецкого округа. Как-то раз там пришла телеграмма им в Ненецкий окружком, что, мол, читайтесь о работе в Воркуте. Они говорят, это что, наша территория разве? Культурный воспитатель. Говорит, да нет, ваша, на карту посмотрите. Ну и потом было принято решение все-таки скорректировать, чтобы Воркута и Воркутинский этот бассейн, включая Халмер-Ю, довольно далеко отстоящие от Воркуты, все-таки были в составе одной административной единицы. В октябре 1940 года поселок Воркута с прилегающими территориями, включая Хальмер-Ю,
были переданы из Большеземельского района Ненецкого округа в состав тогда уже Коми АССР. Много проблем решила транспортная магистраль, которая была построена от Котласа через Печорок в Воркуте. Все-таки она в основном пролегала по территории Коми АССР. Соответственно, было гораздо выгоднее в экономическом плане все административные вопросы решать не в Архангельске, который находится за слишком много верст от Воркуты, а в Усть-Сысольске, Котласе и Москве, соответственно. Не раз представители коми-зырян и коми-пермяков на заседаниях Президиума ВЦИК ставили вопрос о присоединении Коми-Пермяцкого края к Коми-автономной области. Но даже ссылки на труды ученых с обоснованием родственности этих народов не помогли. Предложения были отклонены. Коми-пермяки остались за пределами Коми-автономной области. За время своего существования границы Коми-края менялись не раз. Современные очертания республика обрела лишь в середине XX века. Последнее изменение в государственном устройстве произошло совсем недавно. В 1992 году Коми АССР была переименована в Республику Коми. Но это никак не отразилось на ее границах.